Мир неделим, земля почти свободна. И кто сказал, что адрес это крест? Страна, что приняла меня сегодня, отнюдь не хуже разных прочих мест. Мне камни Акка или Назарета не возвратят последнюю любовь. Не поменяешь воздуха и света, не разведешь густейшую кровь. Я проживу с пропиской и любовью, ища звезду родную вдалеке. И только дни, что связаны с тобою, как тающие нити на реке. Всем привет, меня зовут Бахадур, я родом из Туркмении, приехал в Филиппины, чтобы жить и не являться частью системы, и жить в демократии, где не ущемляют права человека и где есть свобода слова, свобода мышления. И самое главное, есть демократия тут. Я не смогу вернуться в Туркмению, потому что там ущемляют права человека, и в законах Туркмении, точнее, нет в законах такого, и даже не в Конституции, но правительство ущемляет права человека и не дает нам свободно мыслить, свободно говорить, свободно путешествовать, точнее, свободно жить. До 19 лет я жил в Туркмении. После 19 лет я понял, что там нету свободы, как говорится. Многие люди живут так, как им дозволяет правительство, точнее сказать. Многие не знают о своей конституции, о своих правах. Многие не знают, что такое право человеческое, что такое конституция. Об этом я начал читать, учить. После решил, наши все соотечественники ехали в Турцию. Ну, в основном работать ехали они, чтобы отправлять деньги родным, чтобы они как-нибудь уживали в Туркмении, потому что в Туркмении, в нашем городе, в Чаржове, с каждой семьи есть один человек, почти с каждой семьи есть один человек в Турции. Они работают и отправляют каждый месяц деньги им, чтобы они уживали там. Но у меня был план не такой, у меня был план совсем другой. Я хотел уехать в Турцию для того, чтобы, Турция ближе к Европе, а в Европе человеческие права в первом ряду, демократия есть. Я и подумал, и в Турции тоже так же. Ну, как я приехал в Турцию, сперва начал работать, конечно же, а после уже устроился на универ учиться, на социолога. Учился до 4 курса. В 4 курсе я бросил университет из-за того, что ковид начался. Во время ковида мы начали выступать с нашими соотечественниками в ТикТоке, делились видео в Ютубе. Во время ковида дороги закрылись в Туркмению. Даже чартерных рейсов не было. Так говорит, что есть чартерные рейсы для больных и пожилых, но их не было. Чтобы больных и пожилых или женщин с детьми отправить на родину, мы начали выступать. Нас замотивировало сперва именно закрытость дорог. Мы все начали выступать с друзьями, знакомыми. Были другие, которые присоединялись к нам с эфиров, которые видели другие соотечественники. Они тоже присоединялись к нам. И мы начали выступать, говорить, чтобы это наши человеческие права. Мы должны поехать в свою страну. Умирали, даже трупы не могли забрать на родину. Все они были закопаны в Стамбуле, в кладбище для тех в безымянном кладбище.
в безымянном кладбище их захоронили. Опять же, над всем этим, опять же, мы со соотечественниками работали, помогали друг другу. Правительство, консульство нам не помогало. Когда мы шли в консульство нас, как сказать, консульство говорили, это не наше дело. Типа, это не наше дело. Итак, ковид, больных мы не сможем забрать, все такое. А пожилых тоже они за большие суммы требовали за это. Они так сделали коррупционную систему, типа, не можешь покупать в аэропорту билеты. Сперва идешь в консульство, стоишь на очередь, потом они тебе говорят, сообщают, говорят, у тебя твоя очередь пришла, и сообщают по телефону, твоя очередь пришла, если хочешь поехать, минимум 3000, максимум 5000. 3-5 тысяч долларов дашь, поедешь. А так билет стоил в Туркмению тогда около 500-600 долларов. Требовали слишком много денег. А у наших соотечественников, на самом деле, многие работали в очень сложных ситуациях. Вот, в основном женщины работали в домашних делах, следили за детьми, за уборкой, за кухней или за больными. А остальные вот мужики работали в основном на строительстве, в сложных работах они работали. В таких работах, в которых вот турки не работали. После мы начали выступать, и после этого все начало вот... Сначала не было типа ничего такого, чтобы мы продолжали. Потому что было только одно, чтобы открыли дороги. А потом уже они начали, нашим родным идти и... Угрожать? Да. Потом они начали нашим родным угрожать в Туркмении. Вот кто открыто начал выступать, они выясняли, кто это, и шли к им квартире, к близким, к предкам, начали угрожать. И говорить, чтобы либо скажите вашему сыну или дочери, чтобы не разговаривал, чтобы не выступал, либо мы будем принимать жесткие меры насчет этого. И первый год таких вещей не было, вот именно жестких мер мы не видели. Мы продолжали выступать. Наоборот, это нас мотивировало, что они нас заметили, хоть как-то. Что правительство нас заметило, это нас замотивировало. Мы продолжали выступать, мы даже пошли вместе с прессой в консульство. Там консульство было закрыто, всех расшугали, были полицейские турецкие, они сказали, расходитесь, короче. Место вот консульства не подлежит для прессы, типа. После этого уже начались внезаконные преследования в Турции наших граждан. Например, среди них был Нурмухамед Аннаев, среди них был Фархат Мейманкулиев, среди них была Дурсултан Таганова. Они начали преследовать вне закона в Турции наших друзей и пугать их. Ну, были избиения тоже. Ну, я жил с женой тогда в Турции. А после ковида мы с женой отъехали оттуда в другой город. В том городе мы уже начали жить тихо, не придираясь ни к кому. Ну, попытались жить тихо. А дало ли это результатов? Нет. После 2 года до меня дозвонились мои родные с Туркмении и сказали, что пришли и забрали моего брата. Сказали, что я должен сидеть тихо, все такое. А я и так и 2 года сидел тихо, нигде не выступал. И это меня огорчило, что даже если будешь сидеть тихо, они опять же тебя начинают. Уже прошло 2 года, как все эти выступления были. Они только дошли до меня, что ли, типа. А
в течение этих 2 лет других наших активистов, они вне закона забрали многих. От многих даже нет вестей, не знаем, где они. Многие говорят, что некоторые из них сейчас в тюрьме, а говорят, а некоторых даже нету никаких вестей, не знаем, где они, живы ли они. Вот, я поговорил с родными, сообщил, брат, говорит, подписал какой-то документ, что предупредит меня, чтобы я не выступал, все такое. Я сказал, зачем ты подписываешь документ вместо меня? Мне же старше 18 лет. Тебе надо было сказать, ему старше 18 лет, идите, у него требуйте, что хотите. Но он из-за испуга, конечно, могу его понять, могу понять каждого, кто живет в Туркмении, могу понять каждого. Из-за испуга, из-за своего же защиты подписал документ. Потом уже я позвонил домой, поговорил с мамой. Как я поговорил и отключил телефон, после 10 минут опять постучали в дверь, говорят, почему вы с ним разговариваете, все такое. Они даже начали запрещать моим родным со мной разговаривать. Испугали, угрожали. Потом уже я написал им, они говорят, нам больше не пиши и не звони, мы не хотим с тобой разговаривать, видеться, все такое. Я сказал ясно, понял я. Ну, потом я поговорил об этих ситуациях с другими активистами, что делать, как поступать. Потому что находиться в Турции я подавал заявку на гражданство, потому что у меня жена турчанка. Мы женились в 2019 году. После 3 лет мы хотели подать заявку на гражданство. Нам сказали в Турции, у тебя паспорт заканчивается, чтобы подать на гражданство, в паспорте должно быть минимум 2 года. А у меня и так было тогда 2 года, но точнее не 2, а 22 месяца было. Сказали, меньше 2 года, лучше ты иди, сказали, поменяй паспорт, обнови, хотя бы минимум 5 лет. И приезди, потом уже пиши заявление. Ну, мы пошли сперва на консульство. Консульство нам продлило паспорт на год всего лишь. У меня потому что паспорт заканчивался в 2023. Они мне продлили паспорт до 2024, до конца 2024. И также всем туркменам. Сейчас, кто находится за городом, хоть в Турции, хоть в другом месте, всем консульство продлило паспорт только до 31 декабря 2024 года. Это означает что? Это означает то, чтобы они все вернулись в родину до декабря, чтобы обновлять паспорт. Некоторые из них не смогут выехать. Это могут подтвердить многие наши соотечественники. Они могут подтвердить, но многие боятся, конечно. Но это есть факт. Потому что многие боятся прямиком ехать в Туркмению. Особенно если они разговаривали с каким-нибудь активистом, как я, или с другими, которые я огласил имена. Насчет этого вот Туркмения ущемляет вот права человеческие, вот, пугает их. Вот поэтому многие туркмены даже не знают, что пишется в Конституции и для чего Конституция вообще нужна для каждого вот гражданина. Вот в Конституции пишет наши права. Вот в 26-м пункте, 42-м пункте основной, в 43-м тоже есть свобода слова, свобода мышления, свобода путешествия. Вот. Самые главные вот эти вот у нас во многих местах, вот я в Турции даже заметил, как объяснить? Я в Турции заметил, по улице ходят с микрофоном блогеры, задают вопросы, тем более вот политические вопросы. Каждый турецкий гражданин или гражданка отвечает спокойно, потому что у них есть свобода мышления, свобода слова. За этот ответ им никто не угрожает, никто не будет
угрожать там уголовным каким-то наказанием, все такое. А насчет наших, вот, например, обычная компания, сидим с туркменами, например, когда я учился в университете, вот, открывается политическое какой-то вот разговор, сразу говорят, закроем политику. Не хотят даже обсуждать между собой, боятся обсуждать между собой даже это. А мы обсуждали это открыто в интернете, в эфирах. А многим мы так, как сказать, многие нас считали героями, реально вот из-за мужества, из-за бесстрашия. А многие говорили, вы придурки, вот типа, у вас не работает голова, вот вы знаете, что будет с вами. Вот. Из-за такого мышления многие не могли к нам соединиться. Потому что такое мышление приносит с собой страх. Из-за страха они так мыслить начинают. Типа, я сейчас буду разговаривать, а в конце что будет? Меня посадят или моим родным что-то сделают. От этого опасаются многие вот гражданины наши. Об этом в интернете много есть. Многие вот блогеры об этом рассказали, но пока точных результатов мы не могли взять. Точных результатов будут, если наши гражданины на самом деле начнут, веря, что смогут в конце концов добиться до демократии. А до демократии может только народ добиться, не единый. Там. Если что-то может измениться, я могу приехать туда и поговорить, но один человек ничто не сможет изменить. Можно изменить только с народом. Ну, мы на это надеемся и будем продолжать. Я лично буду продолжать в том же пути, потому что я попытался жить тихо, мирно 2 года, никого не трогая, никому ничего не говоря. Результат показал, что тихо жить не по мне. И они не дадут мне после этого тихо жить, потому что уже я один раз от них уже увидел угрозы насчет моей семьи, насчет меня. Поэтому я и с женой вместе приехали в Филиппины. Тут демократия. Я тут продолжу выступать, продолжу вам рассказывать о своей жизни, о дальнейшей. И все вместе увидим дальше. В Турции я почему не остался? Я даже попытался вот документально подать заявку на гражданство. Это было мое право. Право каждого, кто женился, кто в браке с турецким гражданином. У каждого есть право подавать на гражданство после 3 лет. Но я подал на гражданство, как я говорил, мне отказали, сказали, паспорт не хватает, все такое. И после этого я начал со своими мышлениями искать место, где есть демократия, и искать место, где я могу продолжить свои цели, продолжить идти к своим целям. В Турции начали наших активистов ловить и забирать вне закона. И я подумал, поискал, прочитал про Филиппинов и решил, Филиппины мое самый последний шанс мой, чтобы получить там, точнее, сейчас я тут нахожусь, получить тут политическое убежище и продолжать жить со своей целью. И я буду жить со своей целью, потому что у нас, у всех есть свои права. Я не требую многого, я требую только свободу мышления, свободу. Вот. Первое, то, что я увидел в Филиппинах, народ тут очень дружелюбный. На самом деле, очень дружелюбный народ. Вот, даже когда ходишь, глаза в глаза, вот, когда смотришь кому-то, обязательно он с тобой поздоровается. Я не видел ни одного тут гражданина, с которым вот глаз в глаз, вот мы, когда ходили, обязательно здороваются с тобой. И в основном, вот, например, идем на покупки или еще куда-то, все только так thank you. У всех в языке спасибо. Все только так благодарят тут друг друга. Все здороваются вот тут.
А насчет этого, вот, мне очень понравился сперва народ Филиппинов, а после уже климат, конечно, тропический, климат хороший, но где мы сейчас находимся, остров тоже красивый. Ну, дело основное, тут есть демократия. На самом деле, я это и читал, и как приехал я сюда и увидел. Тут есть демократия, тут никто никого не ущемляет, никто никого тут не считает там другим, или вот даже туристов они тут все обнимают, вот, хорошо встречают. Насчет религии я тут почувствую себя свободно, потому что до этого я жил в странах, где популярно мусульманство, а насчет религии тут я буду чувствовать себя спокойно. Друзья мои даже, которые были в Турции, знали, что я по религии себя не чувствовал спокойно там. А в Туркмении я пока не так уж и был близок к религии. А как сюда приехал, я тут смогу жить и по религии, и жить свободно. И буду требовать свои права до конца. И в конец, если хотите меня поддержать, можете написать комментарий под это видео. Я буду рад за каждый комментарий и попытаюсь лично сам ответить. Если можете задавать личные вопросы, без разницы. Я в ближайших днях еще поделюсь, мы поделимся с моим каналом. Я тоже открываю свой канал и на YouTube, и в других медиах. Будем продолжать вместе тут знакомиться. Еще узнайте меня ближе, еще дальше. Будем разговаривать, обсуждать обо всем этом. О жизни в Филиппинах в основном. И о моей жизни. Всем желаю удачи, всем спасибо, что прослушали. Всем желаю удачи. Конечно, подпишитесь, ставьте комментарии, лайки. Увидимся.